заболеваний, растет количество среди детей и взрослых, аллергия, пандемия. И следствие пожара уничтожается та часть экологии, которая сель, она уничтожает и вызывает новые бактерии. Болезни свободно перемещаются без границ. И сегодня, как никогда, все партнеры в развитии, представители медицинского образования и практиков должны объединиться. Аттуу баштуу илимпоздор катышып, Америкадан, Германиядан, Эстониядан, Япониядан келишип мына ушу онлайнда чыгып атышат. Ошол өздөрүнүн ойлорун айтып, дүйнө жүзүндө кандай тенденция болуп атат, кандай чечимдерге барып атышат, ошонун баары менен бөлүштү. Сегодняшняя конференция посвящена очень важной теме устойчивого развития в условиях изменения климата. И эта тема, как никогда, важна в том числе для стран Центральной Азии. Это связано со многими вопросами. Мы, во-первых, знаем, что в Центральной Азии имеется очень много мест с экстремальными климато-географическими условиями. And it is very important to bring their perspectives to key research and policy fora, such as what we will have today, to ensure that decisions made when it comes to climate change, to environmental protection, are representing the needs and the voices of children and youth. And this will be especially important as Kyrgyzstan is taking steps to articulate its targets for NDC 2.0. We must ensure that the voices and needs of children are put first and foremost. We have a very few precipitation. The moisture in the soil has decreased. That means there is really insufficient food, also food insecurity. A lot of problems are coming, but that means we really have to think about what to do, what kind of solutions to find, how to adapt this situation, and I really pressure that all the policymakers would make things really happening and take things seriously. I am Don from the London School of Hygiene and Tropical Medicine. I do a lot of collaborative work with universities and organizations here in Central Asia, and I'm very much into research and collaborating with many researchers, professors, and scientists here in the region. And a big part of my work is actually coming up with a lot of evidences so that we can publish, and then the publications will influence global research, policy and practice. Нам необходимо заниматься анализом ситуации, мониторингом состояния здоровья и прогнозированием показателей здоровья в связи с неприятностями, климатическими факторами. И также, конечно, опыт и других стран, обмен, взаимное сотрудничество будет продвигать и улучшать ситуацию в области подготовки наших национальных кадров сектора здравоохранения, экологического или лабораторной службы. Поэтому это очень важное мероприятие.